Много вопросов было на этой неделе и про очередной штраф, который на меня наложил Центр государственного языка. В этот раз штраф в размере 50 евро я должен буду заплатить. Я буду оспаривать, и я уверен в том, что мне удастся это сделать, но пока решение Центра госязыка именно такое, 50 евро. За то, что детям, которые были в Рижской думе в рамках программы «Теней», когда дети, школьники ходят по самым разным предприятиям, муниципальным, государственным, частным. Соответственно, в Рижской думе я встречался с порядка 40 детьми, латыши, не латыши. Так вот, те дети, которые задавали мне вопросы по-русски, потому что у них родной язык русский, я им отвечал, соответственно, по-русски. Дети, которые задавали вопросы по-латышски, я отвечал, естественно, по-латышски. Я весь день общался со школьниками, встречались с ними в самых разных местах, и в Дворце культуры ВЭФ во время ремонтных работ, которые там проходят, и во время заседания, предположим, Комитета по финансовым делам, и потом неформально уже в зале заседания Рижской думы. Так вот, за то, что русским детям, которые спросили у меня несколько вопросов по-русски, я ответил тоже по-русски. За это Центр госязыка наложил на меня штраф в размере 50 евро, потому что Центр госязыка считает, что я все равно должен был отвечать им только по-латышски. Отягощающим фактором является факт, что все это еще транслировалось на моей личной странице в интернете, в Фейсбуке. Этот штраф, естественно, будет оспорен, потому что закон о государственном языке не регулирует неформальное общение. А если мы говорим о том, что мэр Риги встретился со школьниками неформально в зале заседания Думы, это именно неформальное общение, потому что по закону в Рижской думе формальными мероприятиями являются, там, где, естественно, обязательно должно быть использоваться только государственный язык, это заседание Думы, заседание комиссий и комитетов, но никак не встреча со школьниками. Дальше, если в суде мне не удастся доказать свою правоту, тогда я готов идти и в Конституционный суд, и дальше в Европейский суд по правам человека, потому что для меня это принципиальный вопрос. Я считаю, что Центр госязыка, который, к сожалению, все больше и больше и активнее действует именно как филиал национального объединения, что они не имеют права настолько вмешиваться в жизнь латвийского общества, чтобы регулировать, на каком языке граждане должны общаться между собой в свободное от работы время. Они не могут регулировать то, на каком языке люди общаются в неформальном общении. Это грубейшее нарушение самых основных принципов демократии. Поэтому и с этим штрафом я тоже буду бороться до последнего, потому что для меня это вопрос принципиальный. Vēl daudz jautājumu ir par to pašu, par Facebook un par valsts valdes centru un par bērniem skolniem. Un jautājumu būtība ir sekojuša. Ja visi šie bērni mācās Latvijas skolas, un attiecīgi viņiem visiem ir gan latviešu valodas mācību stundas, gan arī citi priekšmeti tiek pasniegti latviešu valoda, tad kāpēc šie bērni, piedaloties ekskursijā Rīgas doma, nevar uzdot jautājumus latviski un arī saņemt no manis atbildes latviski? Šiem bērniem, nevienam no tiem, kas piedalās tajā ekskursijā, nav nekāda problēma ar latviešu valodu. To es redzēju un to es zinu, tāpēc, ka es komunicēju ar viņiem gan latviski, gan krieviski. Un arī man nav problēma ar latviešu valodas zināšanām. Bet latviešiem ir tāds teiciens par karklo latviešiem. Par tiem latviešiem, kas kādreiz mēģināja runāt tikai vāciski un no sevis notēlot lielākus vāciešus nekā paši vācieši. Un, protams, pāriem tautiešiem, latviešiem skatoties uz šiem cilvēkiem, īpaši pozitīvas jūtas tas nevarēja izraisīt. Situācija, ka ja kāds cenšas pateikt, ka Krievu izcelsmes amatpersonai, Krievu izcelsmes politiķim, ar Krievu vai krieviski runājušiem skolniem pat sava starpa neformālai komunikācija ir jārunā tik un vienīgi latviski, tad šie cilvēki pēc būtības piedāvā Latvijā dzīvojušiem krieviem vai krieviski runājušiem cilvēkiem ieņemt pozīciju, par kuru latvieši savulaik, pret kuru latviešiem savulaik bija tik negatīva attieksme pret karklu latviešiem. Priekš kam mēģināt padarīt Latvijas krievus par karklu krieviem, ņemot vērā, ka mēs ļoti labi zinām no vēstures, ka tas nekad nedos nekādus pozitīvus rezultātus. Ja mēs, ka galveno mērķi esam uzstādījuši sev, ka mēs gribam, lai latvieši un nelatvieši kopā dzīvotu, kopā strādātu un kopā attīstītu savu valsti, savu dzimteni Latviju, tad tas nav tas paņēmiens caur karklu krieviem mēģināt šo mērķi sasniegt. Ir jābūt savādākai pieejai. Un šai situācijai es vēlreiz gribētu pasvītrot. Tajos gadījumos, ja krievu bērns man uzdos jautājumu krieviski, es tik un tā neskatoties uz formātu vai situācijas, viņam atbildēšu krieviski. Tā ir mana personīga pozīcija, un es pie tās pozīcijas pieturēšos, un es pieņemu, ka absolūtais vairākums no latviešiem šo pozīciju ļoti labi sapratīs.